Несмотря на государственное субсидирование, животноводство в Гагаузии по-прежнему остается малоразвитой. На сегодняшний день в автономии работают лишь две крупные молочно-товарные фермы. Одна располагается в Камрате, а другая в селе Тамай Чедрлунского района. Из животноводства у нас, крупнейший животноводческий комплекс – это ООО «Досконком». Имеет около 600 голов голландской породы. Все у него механизировано, все у него на электронике. У нас сохранили мы мелкое животноводство. Мы имеем два частных, правда, стада коз по 500 голов. В одном 500, в другом чуть меньше. По словам зоотехника животноводческой фермы «Писметь» Михаила, европейские технологии, применяемые на ферме, помогают достичь высокой продуктивности по надоям молока и облегчают труд работникам. За 2 часа всего 2 оператора доят 200 коров. Здесь доильный зал типа елочки для автоматического доения коров. Одновременно доится 16 голов. И вот здесь на табло видно, сразу высвечивается номер коровы и ее продуктивность. Мы сразу видим, когда во время дойки. С 2008 года в этом селе функционирует животноводческая ферма. Большинство коров привезены были из Голландии. Но сегодня здесь имеются уже и свои, рожденные и выращенные работниками фермы телята. Я в основном занимаюсь выращиванием телят. Как только они рождаются, их из родильного отделения передают сразу к нам. Мы за ними ухаживаем, кормим. Очень мне нравится моя работа. Чистенько, аккуратненько. Работа всегда нужна. Зарплата здесь хорошая, я довольна. Есть, конечно, для маленьких специальные домики купили для телят. И для молока специально есть елка. Уже есть часть поголовья, которые уже выращены выращенные у себя, и уже свои коровы, которые не уступают по продуктивности те, что завезены из Голландии. Несмотря на трудности, сегодня работа ведется на этой животноводческой ферме очень продуктивно, и в результате они достигли прироста до уровня 600 голов скота. Однако уровнем сбыта молока фермеры пока похвастаться не могут. Свою продукцию они поставляют только в Камратский маслосырзавод. Фермеры надеются на то, что в перспективе они смогут расширить территорию сбыта продукции.